Встреча участников фестиваля с Дмитрием Песковым прошла в дружеском, теплом ключе. Семинар состоялся в рамках марафона «Знания первые» и во многом логически и эмоционально подытожил все предшествовавшие встречи делегатов с видными известными российскими государственными деятелями. Дмитрий Песков рассказывал собравшимся о любви к родине и людям, ее населяющим, о важности равноправия для всех, вне зависимости от нации, религии или гражданства, а также о ценности установления связи между людьми и многом другом. Коли вы все здесь, то значит вы люди, которые готовы слушать других. И других сверстников, и других людей из других стран, людей из других религий, из других обществ, из других традиций, других национальностей. Значит, вы ищете взаимной выгоды из этого общения, взаимного обогащения, духовного, материального. Значит, вы готовы уважать друг друга. Вы готовы любить друг друга такими, как вы есть. Именно такими мы видим отношения между людьми. Это идеал отношений между людьми. И если совсем все упростить, то такими же мы видим и отношения между государствами. Конечно, не обошел пресс-секретарь президента России и тему политики. Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда будет открыта странам, разделяющим идеалы равноправия. Всемирный фестиваль молодежи, по словам Дмитрия Пескова, доказал, что Россия не закрывается от мира и готова к диалогу со всеми. Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Мы любим людей всех стран мира. У нас могут быть проблемы с какими-то режимами, у нас могут быть проблемы с политиками из каких-то стран мира, с теми решениями, которые они принимают. Мы с этим справимся. Но мы открыты для отношений народ с народом, люди с людьми. Мы будем их развивать. Выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта. Граждане России смогут проголосовать за выбранного кандидата на территории нашей республики. Дмитрий Песков подчеркнул, что любые попытки иностранного вмешательства в жизнь и политику России будут пресекаться. Мы никогда не диктуем никому, как жить, но мы не хотим, чтобы вы нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что сейчас уже во многих странах проводятся совещания, где обсуждают, как информационно будут подвергать сомнению результаты наших выборов, которые состоятся через неделю и на которые вы все пойдете, я имею в виду российских граждан. Но мы будем не готовы прислушиваться к их выводам и к их оценкам. Для нас главное наши оценки. И для нас главного, для каждого из нас, наш голос. Иностранные участники фестиваля получили возможность задать именитому спикеру ряд вопросов, в том числе о самом фестивале и делегатах. На глобальном мероприятии собралось множество молодых, активных людей. Среди них как студенты, так и начинающие политики, бизнесмены и ученые. Поэтому, когда Дмитрия Пескова спросили, является ли фестиваль важным событием, пресс-секретарь президента России с уверенностью ответил, что это мероприятие в политической повестке самое главное. Это феноменальный фестиваль. И это прекрасно, что он проходит у нас в стране, в нашей южной столице. Мы очень рады видеть здесь всех, и моих соотечественников, и рады видеть наших гостей, которые, я надеюсь, не чувствуют себя здесь гостями, а чувствуют себя дома. Мы будем дальше жить в открытой стране, мы будем дружить с нашими партнерами, мы будем развивать наши отношения во всех возможных областях с подавляющим большинством стран этого мира. По завершении семинара состоялся пресс-подход Дмитрия Пескова, в ходе которого он также ответил на вопросы представителей СМИ. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.